Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время». В студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. В Душанбе продолжается международная туристическая выставка «Душанбе International Tourism Exhibition 2025». В ней принимают участие свыше 200 компаний, среди которых 65 зарубежных. Мероприятие стало площадкой для установления новых партнерств, презентации туристических проектов и демонстрации богатого культурного и природного потенциала Таджикистана. В международном выставочном центре Душанбе-Экспо продолжается международная туристическая выставка Душанбе International Tourism Exhibition 2025, открывшаяся накануне. Выставка продлится до 20 сентября. Мероприятие организовано компанией Somon Travel при поддержке Комитета по развитию туризма и исполнительного органа государственной власти города Душанбе. В церемонии открытия приняли участие представители государственных органов, международных организаций, туристических компаний, а также более 200 отечественных и зарубежных предприятий туристического сектора. Среди участников туроператоры, гостиничные комплексы, авиакомпании, оздоровительные и медицинские учреждения, культурно-развлекательные центры и производители сувенирной продукции. Душанбе International Tourism Exhibition 2025 важна для развития туристической отрасли, демонстрации природного, культурного и исторического потенциала Таджикистана, укрепления международного сотрудничества и привлечения инвестиций. Своими оценками значимости выставки поделились председатель Комитета по развитию туризма Джемшед Джумахонзода, министр туризма Монтенегро и председатель комиссии по туризму Организации Объединенных Наций для Европы Симонида Кордич, первый заместитель председателя торгово-промышленной палаты Таджикистана Насим Анваров и директор авиакомпании Somon Air Абулкосим Балиев. Выступающие отметили, что Душанбе International Tourism Exhibition 2025 создает платформу для делового взаимодействия, изучения международного опыта и продвижения туристической индустрии Таджикистана на мировом уровне. Наши партнеры СИ Таджикистан пригласили нас очаровательный такой праздник, место встречи всех фирм, где мы еще раз подчеркнули свои действия, увидели новых партнеров, увидели еще раз Таджикистан другими глазами. Нам очень понравилось, и мы будем дальше развиваться вместе со своими партнерами СИ Таджикистан. Будем приглашать со всего мира, со всего Центральной Азии увидеть этот прекрасный Душанбе, прекрасные горы. Туристический потенциал очень большой в Таджикистане, и мы будем всегда рады сотрудничать. В выставке принимают участие более 200 компаний, из которых 65 зарубежные. Среди них представители Германии, Великобритании, России, Турции, Саудовской Аравии, США, Ирана, Пакистана, Бахрейна, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Йемена, Сирии и Марокко. В рамках Душанбе International Tourism Exhibition 2025 проходят деловые встречи, презентации инвестиционных проектов в сфере туризма и подписание соглашений о сотрудничестве. Это позволяет укреплять связи между городами, расширять региональный туристический рынок и повышать качество предоставляемых услуг. Цели выставки – содействие развитию туристической отрасли, привлечение иностранных туристов и инвестиции, реализация совместных проектов, разработка новых стратегий. Мероприятие демонстрирует природный и оздоровительный потенциал страны, ее культурное наследие и достижения в сфере туристической инфраструктуры. Первая международная туристическая выставка в Душанбе прошла в сентябре 2024 года. Тогда участие приняли 20 зарубежных компаний из 16 стран и 90 отечественных организаций. Успешное проведение стало основой для решения о ежегодном проведении выставки в столице в рамках Всемирного дня туризма. Сегодня Душанбе International Tourism Exhibition 2025 служит платформой для интеграции Таджикистана в глобальное туристическое сообщество, продвижения национального бренда и укрепления имиджа страны как перспективного туристического направления.
В рамках соответствующего распоряжения председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, и утвержденных планов мероприятия, работы по подготовке к осенне-зимнему сезону 2025-2026 годов в управлениях эксплуатации дорог районов города Душанбе были организованы. Своевременное выполнение плана и привлечение специалистов отрасли позволили этим коммунальным структурам подготовиться к зимнему сезону, создав необходимые условия для работы сотрудников в этот период. Готовность этих структур к предстоящему сезону осадков была проверена ответственными лицами. Репортаж по этому поводу. В рамках соответствующего распоряжения председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, и утвержденных планов мероприятий в управлении эксплуатации дорог района Фирдавси города Душанбе начаты подготовительные работы к осенне-зимнему сезону 2025-2026 годов. Городская комиссия под руководством заместителя председателя города Душанбе Саломзода Рахмедина, а также представителей других профильных структур проверила состояние готовности этого коммунального учреждения. Во время осмотра комиссия установила, что на складах учреждения хранятся, согласно плану зимних мероприятий, обувь, теплая одежда, запасные части коммунальной техники и другие необходимые материалы для успешного прохождения зимнего периода. Также на складах управления предусмотрены запасные части для специализированного транспорта, топлива и другие необходимые материалы. Организация таких проверочных работ и полной подготовки коммунальной техники к сезону направлена прежде всего на бесперебойное прохождение зимы. Члены рабочей группы проверили все аспекты подготовки управления и высоко оценили работу ответственных за выполнение плана. В этот же день члены комиссии посетили государственное коммунальное предприятие «Троллейбус» города Душанбе. При осмотре складов транспортного предприятия было отмечено, что для бесперебойного прохождения зимы 2025-2026 годов заготовлены все необходимые материалы: смазочные масла, дизельное топливо, антискользящие материалы, антифриз и другие необходимые изделия. Также на складах предприятия хранятся запасные части техники и другие материалы, необходимые для зимнего периода. Следует подчеркнуть, что организация таких проверочных мероприятий на транспортных предприятиях столицы и их полной подготовки к сезону направлена прежде всего на бесперебойное прохождение зимы. Ежегодно 22 сентября по всей стране отмечается важный праздник, посвященный жизни и деятельности выдающегося деятеля мировой литературы Абдулло Рудаки. Этот день стал поистине символом гордости за богатое литературное и культурное наследие таджиков, а также возможностью вновь взглянуть и узнать больше о жизни и творчестве основоположника таджикской и персидской поэзии. В рамках празднования Дня Рудаки в Национальной библиотеке Республики Таджикистан прошел круглый стол. Мои коллеги расскажут о темах, которые рассмотрели участники мероприятия. В Национальной библиотеке Таджикистана в честь Дня Рудаки по инициативе Центра таджикского языка и изучения иностранных языков был проведен круглый стол. В мероприятии приняли участие ученые, культурные деятели, специалисты, которые представили содержательные доклады на темы, связанные с жизнью и деятельностью Рудаки. Среди обсуждаемых вопросов были такие, как Рудаки и его мудрость, Рудаки и философский взгляд, Рудаки и Мирсаид Миршакар, а также Рудаки в исследованиях Садриддина Айни. Было отмечено, что поэзия Рудаки известна во всем мире, и она вошла в сокровищницу мировой культуры. Дата отмечается с 2002 года и учреждена благодаря основателю мира и национального единства лидера нации, президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону. Рудаки по праву считается родоначальником таджикской поэзии. Его еще называют Адамом поэтов. Именно празднование Дня Рудаки дало возможность взглянуть на жизнь, творчество и литературное, культурное и духовное наследие Рудаки с новой точки зрения. В последние годы День Рудаки широко отмечается в учебных и научно-культурных учреждениях по всей стране. День рождения поэта, так же как и день смерти, неизвестны. Поэтому дата чествования великого поэта символична и связана с Днем осеннего равноденствия, ассоциирующимся с борьбой добра и зла. Именно эта тематика занимает особое место в его творчестве.
творчестве. Абдулло Рудаки не только является основоположником таджикской и персидской литературы, мастером слова, основоположником поэзии, покровителем поэзии, но также является символом пробуждения, самосознания, стремления к независимости, вечным символом литературы и культуры древнего таджикского народа. Следует также отметить, что в 2008 году по предложению президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, ЮНЕСКО отметила 1150-летие отца таджикской персидской поэзии в Таджикистане, Иране, Афганистане, России, в Америке, Германии и Турции с торжественными мероприятиями и проведением научных конференций, что стало культурным достижением страны. Учитель биологии лицея имени Умара Хаяма района Сино Хусейн Ализода занял первое место в городском этапе республиканского конкурса «Учитель года Таджикистана-2025». В конкурсе второе место занял учитель математики общеобразовательного учреждения Главного управления образования города Душанбе из района Исмоили-Сомони Муродали Сайодзода. Третье место заняла учительница русского языка гимназии номера 74 района Фердовси Гульчехра Гиосова. А четвертое место заняла учительница начальных классов гимназии номера 2 для одаренных учащихся города Душанбе из района Шохмансур Зарина Азизова. Конкурс «Учитель года Таджикистана» проводится ежегодно в целях более эффективной организации творческой деятельности педагогов, совершенствования образовательного процесса, поиска и мотивации творческих педагогов, развития их профессионального мастерства, поддержки и внедрения новых технологий в учебный процесс, определения приоритетных направлений развития образования, а также поиска талантливых кадров и создания кадрового банка. Победитель городского этапа республиканского конкурса «Учитель года Таджикистана-2025» будет отмечен денежной премией и почетной грамотой исполнительного органа государственной власти города Душанбе на мероприятии, посвященном Дню столицы. С целью популяризации культуры, искусства и талантов молодежи в стране регулярно проводятся конкурсы и культурные мероприятия. В этом контексте по инициативе органов исполнительной власти района Шохмансур был проведен районный этап республиканского телевизионного фестиваля конкурса народного творчества «Андалеп-2025», в котором приняли участие мастера и ремесленники района, а также другие активисты, демонстрируя обычаи и традиции таджикского народа. Репортаж наших коллег по этому поводу. С целью выполнения распоряжений председателя города Душанбе и отдельных положений плана мероприятий исполнительного органа государственной власти района Шохмансур города Душанбе в зале Национального университета Таджикистана при участии широкого круга заинтересованных лиц прошел районный этап республиканского телевизионного фестиваля конкурса народного творчества под названием «Андалеп-2025» с особым размахом и торжественностью. На церемонии открытия фестиваля присутствовали руководство и представители исполнительного органа государственной власти района Шохмансур. В своих выступлениях руководство подчеркнуло важную роль культуры в укреплении национальной идентичности и воспитании подрастающего поколения, отметив актуальность и значимость проведения подобных мероприятий в современное время. Следует отметить, что на сегодняшнем конкурсе были открыты новые художественные лица и продемонстрированы новые таланты, а мастерство их исполнения оценивалось жюри конкурса. Несмотря на то, что художественные коллективы имеют свободу выбора тем и исполнителей, цель и смысл фестиваля конкурса заключается в том, что центральная тема каждого художественного направления должна быть связана с независимостью республики, любовью и преданностью Родине, отражением духа самосознания и патриотизма, национальной гордостью, процветанием и благополучием независимости, пропагандой ценностей и богатого наследия национальной культуры, популяризацией народных промыслов, единством и дружбой народов Таджикистана. Проведение таких мероприятий играет ключевую роль в формировании художественного вкуса и повышении интереса молодого поколения к культуре и истинному искусству наций. Этот вопрос напрямую находится под вниманием лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и мэра города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали.
Стоит отметить, что организация Республиканского телевизионного фестиваля конкурса народного творчества «Андалиев-2025» свидетельствует о том, что национальная культура как неотъемлемая часть существования славного таджикского народа должна постоянно поддерживаться и развиваться. Это не только обогащает культурное пространство, но и служит площадкой для открытия новых талантов и перспектив для дальнейшего развития таджикского искусства. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. Всего доброго!